Здравствуйте! Приветствуем вас на главной телепередаче Башкир Челябинской области «Уралым». Хайырлы сәгатьтә, хөрмәтле милләттәшләр, һезне Силәбе башкортларының үткәнен, бүгенгеһен һәм киләсәген сагылдырган Уралым тапшыруында сәламләйбез. Һаумыгыз! В Челябинске появится соборная мечеть. И здесь будет изучаться родной язык. Челябинец поставил национальное жилище в степях Чурилова. Сначала как-то, знаете, было немножко, неуютно. Российский боксер Андрей Шкаликов рассказывает башкирские новости. Здравствуйте, друзья! С вами я, Андрей Шкаликов. Сейчас я познакомлю вас со спортивными новостями. Поехали! Алга! В Челябинске строится соборная мечеть. Дом Аллаха станет украшением города. Участие первых лиц в церемонии закладки камня новой мечети говорит о ее значимости не только для прихожан, но и для региональных властей, а также челябинцев. Ведь в ее строительстве участвуют южноуральцы разных национальностей, меценаты, благотворители, предприниматели, национально-культурные центры. До сих пор все мечети областного центра не могли вместить всех желающих, особенно в дни религиозных праздников. Теперь эта проблема будет решена. В молельном зале святилища сможет находиться 1000 верующих. Кроме того, при соборе будет открыт филиал медресе Расулия на 60 шакирдов. Мы со всеми культурными, национально-культурными центрами подписывали еще соглашение 8 лет тому назад, что мы должны обучать своих подрастающих поколений своим традициям, родному языку. И здесь будет изучаться родной язык, передача культуры. Для нашего района это событие знаменательное. Безусловно, оно важно для жизни мусульман, для духовного управления мусульман, для жителей нашего района. Ведь более 50% сегодня населения тракторозаводского района – это представители татарской и башкирской национальности. Расположится большой храм ислама на гостевом маршруте города улицы Героев Танкограда. На сравнительно небольшом земельном участке вырастет 4-этажное здание. Кроме того, по проекту предполагается возведение двухуровневого минарета высотой 60 метров. Мы дружим с разными национальными центрами. На этот раз нашу башкирскую команду пригласили в гости казахи, и не домой, не в кафе, а в юрту. Именно в ней проживает дружная семья председателя Казахского областного общественного центра «Азамат» Каната Ситикова. Белую юрту видно издалека. Ее, как и положено, расположили в Чуриловских степях. Вернее, на поляне у окраина поселка. Канат Хакимович перебрался в национальное жилище не забавы ради. Рядом он возводит бревенчатый дом, и легкое сооружение как нельзя лучше подошло в качестве времянки. Сначала как-то, знаете, было немножко, неуютно было. Думаешь, ладно, что-то, может, кто-то будет проходить или еще что-нибудь. Ничего, первую ночь прожили, говорю, вот этот дождь был вообще такой, видите, классный. Прожили нормально, вторая ночь потом на третьей уже гостей пригласили. На улице стояла 30-градусная жара, но в помещении комфортно. По периметру есть вентиляционные окна, и внутри создается легкий сквозняк. Здесь очень уютно и нарядно. Детям Ситиковых здесь очень нравится. Не хотим возвращаться домой, говорят они с улыбкой. Стены времянки обиты коврами с казахским орнаментом. Тут же висит домбра, на которой Канат Хакимович сыграл незамысловатую, но приятную мелодию. С благами цивилизации здесь тоже все в порядке. Тут тебе и холодильник, и лампочка, выручает генератор. Кухню обустроили в строящемся доме. Из жилища Ситиковых не хотелось уходить. Гостеприимная казахская семья, отдав дань традициям, создала полноценный домашний уют в национальном жилище. Коллегия адвокатов Башкортостана провела бесплатные консультации для населения. За 3 дня адвокаты приняли более 20 человек. Визит башкирских адвокатов был поддержан представительством Республики Башкортостан в Челябинской области. Это второй выезд юристов на Южный Урал. Люди остались довольны, и я считаю, что мы
свою миссию практически выполнили. Первый визит башкирских адвокатов в Челябинскую область состоялся в 2015 году, вследствие которого в Челябинске был открыт филиал башкирской коллегии адвокатов. Руководителем организации стала уроженка Аргаяшского района Светлана Мажитова. Светлана Радиковна имеет опыт работы в прокуратуре и специализируется в области трудовых споров. Люди смогли прийти и задать наболевшие вопросы, узнать то, что им нужно. И было интересно то, что в этом мероприятии принимали участие не только адвокаты Челябинского городского филиала, но также и из Республики Башкортостан. Приезжали адвокаты из города Уфы и из Учелинского района. Президент адвокатской палаты Башкортостана Булат Юмадилов остался доволен работой Челябинского отделения. Большим плюсом работы местной башкирской коллегии является то, что консультации ведутся и на башкирском языке. Это актуально для жителей сельской местности и национальных районов. Ну, вот такие акции, они будут периодическими, которые будут, опять же таки, помогать населению в решении своих вопросов. Осматривались самые разные сферы вопросов. Это и пенсионное законодательство, и жилищное законодательство, и земельное законодательство, и законодательство об обращении граждан, об образовании. За 3 дня ответы на свои вопросы получили жители Аргаяшского, Кунашакского, Сосновского, Чебаркульского и Уйского районов. Очень рады, что у нас сотрудничество все-таки между нашими областями Челябинской и Башкортостаном. Нам очень понравилось. Я башкирскую коллегию еще с 1978 года знаю, в принципе. Но мне понравилось, что они вот хотят действительно сотрудничать, оказывать помощь какую-то. Ведь все равно везде разные критерии ко всему. И во всяком случае, я считаю, что нашли общий язык и будем друг другу помогать. У меня проблема жилищная по ветхоаварийному дому в Кунашаке, родительский дом. Ну, признали его 16-го года ветхоаварийным, но хотя он был давно уже ветхоаварийным, но адвокаты подсказали, что надо собрать доскональные документы и подойти еще раз для положительного результата. Я инвалид 1 группы, онкология. У меня уже 4-я стадия. Из моих родственников никто не болел этой болезнью. Мама у меня была когда она была маленькая, она была эвакуирована с маяка. Там у них в 57-м была радиация, а в 58-м они эвакуировались, получается. И вот я врачей у всех спрашиваю, вот, откуда у меня такая болезнь, это онкология. Все мои сестры, мама тоже здоровая, все здоровы. И вот все говорят, что это из-за радиации. Но документально я никак не могу это все доказать. Адвокаты сказали, что они мне помогут. Я им оставила свои данные. Филиал коллегии адвокатов в Челябинске работает при представительстве Республики Башкортостан на Южном Урале и находится по адресу город Челябинск, проспект Ленина, 13А, офис 3, 2-й этаж. Прием ведется по предварительной записи. Здравствуйте, друзья! С вами я, Андрей Шкаликов. Сейчас я познакомлю вас со спортивными новостями. Поехали! Алга! Заслуженный тренер России Марис Юсупов подготовил спортсменок из Башкирии на первенство мира по борьбе на поясах. Соревнования проходили в Узбекистане. В состав сборной входили 3 девушки из Белорецка, Учалов. На столь ответственное состязание юных спортсменов провожали всей республикой. Первая леди Карине Хабирова лично встретилась с девушками и пожелала им успехов. К мудрым наставлениям присоединился и глава региона Ради Хабиров. Он вышел на связь по видеозвонку и передал напутственные слова девушкам, назвав их деятельность важной для страны. Администрация Учелинского района одарила девушек национальными напитками. Они не только утоляют жажду, но и придают богатырскую силу, уверены производители. Новые формы и финансовая поддержка, предоставленные учелинскими властями, еще больше подбодрила спортсменов. К тому же Марис Юсупов, помимо физических тренировок, провел с ними психологические тренинги, которые помогли девушкам раскрыть свой скрытый потенциал. А занимались спортсменки в новом спортивном комплексе Айдара Махиянова «Олимпия». Кстати, спортивное учреждение названо в честь одной из спортсменок Олимпии Махиянова. Вера в юные таланты, поддержка, регулярные тренировки, наставления знаменитых людей и, конечно же, старания девушек как положительный результат. С чемпионата мира спортсменки вернулись с победой. Они завоевали 1 золотую, 2 серебряные медали. Афарин, мы гордимся вами. Челябинская область известна как родина батыров. Имена Дениса Шафикова и Хариса Юсупова известны во всем мире.
Подрастает и новое поколение спортсменов. Наша задача – открыть эти имена, поддержать достойную смену. С этой задачей в одиночку не справиться. Подключайтесь, друзья, рассказывайте о новых героях. Итак, наш первый герой – молодой боксер Вильдан Минасов. О нем нам поведал друг Уралым Рустам Газинуллин. Вильдан живет в Миасе, родом из Учелинского района. Ему 22 года. У Вильдана 2 победы, 1 нокаутом, 0 ничьих и 0 поражений. Парень является мастером спорта России, чемпион России среди студентов 2017 года, серебряным призером чемпионата России среди студентов 2018 года. Вильдан пришел в спорт по совету своего брата. Юноша мечтает стать чемпионом мира по боксу. Для этого необходимо ежедневно идти к своей цели и развивать себя всесторонне, считает башкирский спортсмен. Будьте здоровы, занимайтесь спортом. Башкортар Алга. На общественно-политическом вернисаже челябинские башкиры представили богатую экспозицию. Библиотека имени Шахзады Бабича выставила книги на национальном языке. Активисты областного союза башкирской молодежи участвовали в забеге традиций. СМИ Башкир Челябинской области Уралым организовала фотосессию, где любой желающий мог облачиться в башкирский наряд и получить профессиональный снимок. Поделки вот костюм красивый. На самом деле регулярно проводим какие-либо мероприятия, в том числе и приглашаем мастеров из Японии, из Москвы, которые могли бы поделиться своим опытом, своим навыком, своим искусством. Устраиваем лекции, устраиваем доклады, то есть в том числе ведется научная деятельность с Японией. Я считаю, что все, кто хочет, все могут танцевать, это всем дано. Таких вот городских бы праздников, можно было бы побольше, потому что людям это нужно. Люди стремятся к объединению, к пониманию своей национальности, своих традиций, своей культуры. Это объединяет, это привлекает, это интересует. В общем, это сейчас актуально. Представители национально-культурных центров знакомили главу города Челябинска Наталью Котову и гостей праздника с обычаями и традициями своего народа. Журналисты Уралым предложили Наталье Петровне сфотографироваться с логотипом башкирских СМИ. Глава города любезно согласилась. С 10 по 12 октября в Челябинске состоится ярмарка башкирского меда. Только настоящий башкирский мед и продукты пчеловодства из Башкортостана ждут тебя. Проект реализован при поддержке представительства Республики Башкортостан в Челябинской области. Адрес: город Челябинск, улица Орджоникидзе, дом 58А, горсад имени Пушкина. Дополнительная информация по телефону 8 912 311 44 93. Наша передача подошла к концу. До новых встреч! Ошоның менән тапшырыубыз тамам. Киләһе осрашкандарга тиклем.